Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Шанина Юлия Александровна. Я являюсь руководителем образовательной программы «Русский язык и литература» уровня бакалавриата по педобразованию с двумя профилями подготовки. Ну и кроме того, я председатель предметной комиссии по предмету литература. Сегодня мы с вами познакомимся с основными требованиями к вступительному испытанию литературы, который пройдет в формате собеседования. Итак, форма сдачи данного экзамена дистанционная и вид экзамена собеседования. Здесь на слайде вы видите основной перечень тематических разделов, ориентируясь на которых вы можете вести подготовку к экзамену, и в рамках которых будут даны вопросы могут быть вам даны вопросы во время проведения собеседования. Всего вы можете набрать максимальное количество 100 баллов по итогам собеседования, но для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно преодолеть порог 40 баллов. Если у вас будет больше 40 баллов, то вы в этом случае участвуете в конкурсе. Сама продолжительность данного итогового испытания 30 минут, то есть собеседование с вами не может занять более 30 минут. Поскольку данный экзамен проходит в дистанционном формате, то, конечно, к нему нужно подготовиться заранее. В чем эта подготовка заключается? Не только чисто технически, я имею в виду, ясно, что любой экзамен требует тематической подготовки, но в данном случае нужна подготовка с технической точки зрения. Но прежде всего нужно получить логин и пароль, который вам будет отправлен приемной комиссии, на электронную почту. И часто бывают такие сбои в работе почты, письма попадают в спам или в промо-акции, в папку промо-акции. Пожалуйста, будьте внимательны, проверяйте и те, и другие папки. Вам необходимо отследить получение логина и пароля заранее и попробовать, конечно, этим логином зайти, и пароль вы при первом входе меняете уже на свой оригинальный, который вы сами задаете, и уже в последующем будете входить именно под этим паролем. И собеседование будет проходить на платформе электронной образовательной платформы БГПУ имени Акмуллы, где вы зайдете в формат видеоконференции. Перед экзаменом нужно обязательно будет показать документ, удостоверяющий вашу личность в развернутом виде. Это в основном паспорт, конечно, и будьте заранее готовы его показать. И время ограничено, и второй попытки у вас не будет, поэтому проверьте заранее, насколько у вас устойчивое подключение к сети интернет. В личном кабинете абитуриента размещена инструкция для сдачи вступительных испытаний, и на данном слайде вы видите алгоритм, куда вам пройти, в какое окошечко, для того, чтобы найти вот эту инструкцию для сдачи вступительных испытаний. Ее предварительно нужно очень внимательно прочитать. Расписание вступительных испытаний размещено на сайте приемной комиссии БГПУ имени Акмуллы. Первоначально вам нужно выбрать уровень образования, это бакалавриат и специалитет. Далее нажать на кнопку расписания вступительных испытаний, оно для вас откроется. Ваше вступительное испытание состоится 23 июля с 10 часов до 22. То есть в течение этого времени вам нужно зайти на сайт, и резервное время будет 25 июля. Если же вы подадите документы после 20 июля, то в этом случае экзамен состоится 18 августа, резервный день 20 августа. Как подготовиться к сдаче вступительного испытания? Уже давно на сайте приемной комиссии размещены программы вступительных испытаний. Вам опять же нужно выбрать первоначально ваш уровень образования, на который вы подали документы. Далее пройти по ссылке «Литература собеседования». И разворот программы представлен на слайде. Вы с ней внимательно знакомитесь. В этой программе указан перечень
произведений, по которым пройдет собеседование, да, содержание этих произведений вы должны знать, это русская литература, ну, школьная программа, и также даны примерные вопросы для собеседования, на которые вы можете ориентироваться при подготовке к экзамену. Также обратите внимание на перечень литературы, рекомендуемый для вас. Здесь такие удачные учебные пособия, в которых очень емко, четко и понятно для школьников языком изложены основные этапы развития русской литературы, развития русской поэзии, разъясняются основные теоретические понятия на школьном уровне, но и вместе с тем это источники научные. В интернете много различных материалов, но не все они на самом деле подходят для подготовки к экзаменам, не все они отвечают требованиям наукообразности, содержат многие из них ошибки, поэтому вот я очень рекомендую обратиться именно к данным источникам. И также есть электронный образовательный ресурс «Российская электронная школа», где тоже вы можете найти материалы для подготовки к экзамену. Ну что же, я желаю вам успешной сдачи экзамена и до встречи с вами в качестве студентов. На последнем слайде вы видите контакты. В случае возникновения вопросов каких-то пишите на адрес кафедры русской литературы. Я буду рада ответить на ваши вопросы. До свидания, всего доброго.